Сыктывкарский проект по раздельному сбору отходов вошел в финал всероссийского конкурса «Мой проект моей стране». Более чем из 2000 заявок жюри выделило 39. В их числе сортировочный пункт, расположенный в многоквартирном доме по адресу проспект Бумажников, 50, что находится в Эжвинском районе столицы. Площадка работает чуть менее года и зарекомендовала себя как образцовая. Помимо благого экологического вклада, идея приносит и прибыль. Сколько удалось заработать и какие планы у жильцов на финансы, узнала Наталья Юрина. Чуть меньше года назад пустующее помещение мусоросборной камеры превратилось в пункт сортировки отходов. Все началось с обычной идеи. Экоактивист Арина Сажина предложила проект. Совместно с управляющей компанией вопрос проработали. Параллельно готовили площадку с отдельной вентиляцией. Искали приемщиков и сборщиков сырья. На месте установили контейнеры, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. После запуска пункта жильцы дома не только подтянулись, но и втянулись. Жители уже очень хорошо и быстренько все раскладывают. Дома как они, значит, собирают? Дома собирают обычно 2 мешка. Один мешок, который идет у них на свалку, на площадку на улице, приходят, оставляют его возле двери, со вторым мешком заходят сюда, и с мешочка вот так вот они все вот достают и все вот выкладывают. Если куда-то что-то они положили неправильно, конечно, я потом их поправлю. Но мне очень нравится то, что сами соседи друг друга поправляют. То есть не только я где-то вот ошибки вот исправляю, они сами, увидели здесь вот, допустим, алюминиевую баночку, они переложили ее сюда, а потом могут еще ВКонтакте написать, а мы там поправили. Вот, это очень здорово. Пункт по раздельному сбору отходов для жителей идею проекта перерос и стал нормой жизни. Первый месяц управляющая компания сама вывозила собранное приемщиком. Теперь же наоборот. Сборщики за вторсырьем приезжают на место. На небольшой площадке сортируют около 20 фракций. Макулатура, алюминий, железо, полимеры – лишь малая часть отделимого. Растительное масло, бутылки мы собираем отдельно, это важно. Вот они издаются дешевле и собираются, отвозятся отдельно. Пластиковые крышечки. Здесь в основном крышечки нужно ложить от дойпаков, тетрапаков, различных других флаконов, так как бутылка у нас поступает с крышкой, должна специально умышленно снимать ее не нужно. Вот. Значит, следующие у нас жестяные крышечки. Это тоже от консерва, от всего, все возможные крышечки, к чему липнет металл. Об упаковках Арина Сажина знает все. На глаз и ощупь с легкостью определяет маркировку. Самое ценное – цветные металлы и неработающая техника. Из нежелательного – упаковки из полистирола. Вот наша сыктывкарская сметана. Есть значок ПП. Вот сейчас они делают с ней. Это пластик, который более, хороший пластик. Его можно переработать. Он более такой мягкий, пластичный. А вот это вот полистирол. Посмотрите, при любом нажиме я уже его, вот, и он ломается. Он хрустит. Малейший какой-то нагрев, и он уже выделяет нам токсины. Мы травим себя сами. Есть идея в пункте и обустроить музейную полку из интересного раритета. Газета «Правда» 1912 года, книга конца 19 века, советский телевизор 60-х годов и небольшой узорный поднос. Как признается Арина Сажина, рука сдавать такие экземпляры не поднимается. Зато остальное ликвидируют и получают прибыль. У нас была вчера замечательная сдача. Алюминиевые банки мы сдали по 85 рублей килограмм. Это очень хорошо. Сдали 13,5 килограмм. Это великолепно. За 3 квартала жильцы 50-го дома по проспекту Бумажников собрали более 150 тысяч рублей. Часть денег потратили на обустройство дома. Управляющая компания такие проекты намерена внедрять и в другие свои дома. Проект этот мы планируем все-таки развить на все дома управляющей компании, где есть такая техническая возможность. В ближайшее время у нас следующий объект появится на Коммунистической 44/3. Там тоже есть подобное помещение. Контейнеры уже мы туда привезли. Сейчас занимаемся там подготовкой этого помещения. И, соответственно, будем пробовать в других домах постепенно это сделать. Процесс, к сожалению, не быстрый, потому что есть очень много нюансов, которые надо соблюсти. И, соответственно, мы попробовали как... Результат уже у нас есть, соответственно, подали проект на мой проект в моей стране Общественной палаты Российской Федерации. Он вошел в 39 финалистов, то есть лучшие проекты, которые были поданы из 2500 со всей страны. Результаты конкурса подведут в начале ноября. В планах у самих же жильцов на скопленные деньги обустроить отдельную площадку по сбору мусора для отходов, которые свозят на полигоны и крупногабаритного вторсырья. А все началось с идеи, которая стала показательным примером, как любовь к природе может не только помочь сохранить окружающую среду, но и неплохо заработать. Наталья Юрина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.